Вы смотрите новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем расскажем. Как Татарстан и Словакия планируют повышать товарооборот, активизирует работу наших бизнес-структур, расскажет Салават Мухаммадулян. Два в одном. Активные люди смогут свою позицию представлять. Как телеканал ТНВ перешел на ОТР, увидел Дмитрий Аренин. К службе Родине готовы. Учился в Казанском кадетском корпусе имени Героя Советского Союза. Готов уже к службе, ко всему. 250 татарстанцев сегодня пополнили вооруженные силы страны. Места прописки молодого поколения узнал Рамиль Галиулян. Лучший пожарный страны живет в Татарстане. О рабочих буднях, спортивных успехах и семейной жизни нижнекамского пожарного расскажет Ленар Геннатольевич. Татарстан как площадка для выхода на российский рынок. Такое предложение сделал словацкому бизнесу Рустам Минниханов. Президент республики прибыл в Братиславу с двухдневным рабочим визитом. Сейчас товарооборот между Татарстаном и Словакией 540 миллионов долларов. Для сравнения, 6 лет назад он был почти миллиард. Почему упали обороты и как партнеры намерены вернуть экономические показатели, расскажет Салават Мухаммадулян. Берег Дуная, предгорье Малых Карпат, вековая архитектура. Это Словакия и ее столица Братислава, один из самых перспективных партнеров республики в Европе, потенциал которого пока не реализован. Стороны намерены над этим поработать. В подтверждение, визит Рустама Минниханова начинается со встречи с министром экономики Петром Жигой. Товарооборот между Татарстаном и Словакией только за прошлый год вырос на 23% и достиг 540 миллионов долларов. Было почти миллиард в 2013-м. Падение произошло после введенных экономических санкций. Сейчас отношения возобновляются. В июле этого года нашу республику посетил председатель Национального совета Словакии Андрей Данко. Тогда на встрече говорили о сотрудничестве в промышленности, машиностроении и туризме. Сегодня речь о деловых контактах. Нам надо подумать, активизирует работу наших бизнес-структур, торгово-промышленной палаты особенно. Я думаю, что вот этого не хватает. И помогает в этом деловой форум Татарстан-Словакия. Сегодня он проходит в Братиславе. В ходе презентации подписали несколько соглашений. Словацкое агентство по инвестициям будет сотрудничать с нашим агентством. Такие же отношения отныне сложатся и между торгово-промышленными палатами. Я уверен, что если будем встречаться в будущем, то будем смотреть в наших бумагах на цифры нашего оборота торговли, которые будут выше, чем в этом году. Мы должны в рамках отношений между нашими странами Россия и Словакия уже на региональном уровне, как Республика Татарстан, активизировать наши контакты. Примером может стать сотрудничество между Татнефтью и словацкой компанией «Словнафт». Рустам Минниханов посетил сегодня один из местных нефтеперерабатывающих заводов. Во время визита обсудили и возможность использования разработок по битуму от словацкой компании в Татарстане. Так сотрудничество становится взаимовыгодным как и для нашей республики, так и для Словакии. Салават Мухаммадулян, Марат Хусаинов, ТНВ, Братислава. Героям слава! Герои России и Советского Союза из Татарстана сегодня участвуют в торжественном приеме в честь Дня Героев Отечества. Александр Супанинский, Алексей Кораблев и ветеран Великой Отечественной войны Борис Кузнецов встретились с Владимиром Путиным. Здесь сегодня 350 военных и гражданских. Ежегодный прием в честь Дня Героев Отечества традиционно проходит в Кремле. Но они только отправляются на службу. Вооруженные силы страны сегодня пополнили 250 новобранцев из Татарстана. 6 из них выбраны для службы в научно-инновационных ротах Минобороны. Они будут заниматься научными исследованиями и введением перспективных военных разработок. Рамиль Галиулин изучал места прописки молодого пополнения. Еще вчерашние выпускники вузов сегодня обрели новый статус. Теперь они военнослужащие. Ряды вооруженных сил сегодня пополнили 250 призывников. Среди них и Адель Мусин. Служить отправляется по семейным стопам.
У меня мать бывший сотрудник, сейчас на пенсии, отчим тоже сотрудник милиции. Я учился в Казанском кадетском корпусе имени Героя Советского Союза. Готов уже к службе, ко всему. В своем будущем уверен и Ришат Ганиев из Альметьевска. Он один из 6 ребят, которые пополнят научные роты России. Службу будут нести в Санкт-Петербурге и Краснодаре. Мы будем занимать должность оператора, то есть писать научные статьи, при этом физическая нагрузка, как в обычных частях, строевая подготовка. Рядом с новобранцами сегодня и родители. Мамы сдержаны, но не скрывают гордости за сыновей. Научные роты – это плацдарм лучших умов Российской Федерации. И надеемся, что будут служить ребята во благо нашей Родины. Что такое армия? В этот призыв уже узнали 2700 татарстанцев. Они служат в основном водителями, десантниками и механиками бронетранспортеров. Из них 1700 наших ребят с высшим и со среднеспециальным образованием. У нас это постоянно, мы за этим делом смотрим, чтобы в основном ребята шли, которые закончили высшие учебные заведения, в том числе, которые идут в научные роты, и среднеспециальные учебные заведения. От Калининграда до Владивостока. В ближайшие дни ребята разъедутся по воинским частям в разные концы страны. Всего до 25 декабря в осеннюю кампанию военкоматы призовут 18 тысяч ребят. Из них для службы в армии отберут 3500. Рамиль Галиуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Толщина льда была всего 3 сантиметра. Сегодня на Казанке у Кировской дамбы утонул рыбак. Сообщение о том, что мужчина ушел под воду, спасателям отправил очевидец. МЧС приехал через 4 минуты, но нашли только промоину и ящик утонувшего. Его тело позже обнаружили водолазы. Глубина здесь почти 6 метров. Мужчина вышел на неокрепший лед. Как и днем ранее, когда еще один рыбак утонул на Каме. И это уже 4 погибших на ледоставе. 9 удалось спасти. Лучший пожарный страны живет в Татарстане. Он не оставил соперникам ни единого шанса и победил во всероссийском конкурсе. Командир отделения 92-й пожарной части Нижнекамска Леонид Советников уже 2-й год подряд становится лучшим пожарным. О рабочих буднях, спортивных успехах и семейной жизни нижнекамского спасателя расскажет Ленар Гинатуллин. Боевая одежда, каска, дыхательный аппарат. На сборы считанные секунды. Расчет пожарно-спасательной части выезжает на вызов. В одной из машин лучший пожарный страны Леонид Советников. 36-летний нижнекамец обошел всех соперников на 10-м всероссийском конкурсе спасателей, показав блестящие результаты в пожарно-прикладном спорте. Я выполнил 11 спортивных разрядов. Он еще больше. Он еще выполнял такие разряды, которые мне не снились. Просто-напросто молодец в нашем пожарном деле. Таких называют везде самородок, но я называю уникальный самородок. Леонид с самого детства мечтал спасать людей, а для этого просто необходимо быть всегда в отличной спортивной форме. Без уважительной причины не пропускает ни одной тренировки. 5 дней в неделю стараюсь заниматься, ходить в зал. Ну, не всегда, конечно, получается, потому что и дежурства совпадают. И стараюсь спиртное вообще не употреблять. В свободное время он либо на ковре отрабатывает приемы самбо, либо в тренажерном зале ведет борьбу с главным соперником, самим собой. Не делать себе поблажек, все время ходить на тренировки, не искать отговорок от тренировок. Самый такой серьезный конкурент – это все равно лень. Лучший пожарный, лучший семьянин. Несмотря на занятость, в приоритетах у Леонида семья. Признается, что самое главное достижение в его жизни – 3 его девочки, дочки и жена, которые знают, как встречать и провожать папу на службу. Самое главное не паниковать, как перед... ушел, сама паникуешь, перед ним нет, чтобы он не видел, что я переживаю сильно. Все, да, давай, пока, с улыбкой. А потом уже, когда уходит, дверь закрываешь, там уже все, сердце колотится, Крепкий тыл дома, дружный коллектив на работе, честные соперники в спорте – это главная мотивация для Леонида совершать новые победы. В планах в следующем году снова защитить титул лучшего пожарного. Ленар Гинатуллин, Наталья Лушникова, Фахри Исламов, ТНВ, Нижнекамск.
Мегастройка полилингвальной школы на 1200 мест в Елабуге продолжается. На каком она этапе, оценила заместитель председателя Госсовета Республики Татьяна Ларионова. К концу декабря школу заведут под крышу и на первый этаж планируют дать тепло. На совещании с представителями ГИСУ, Управления образования и исполкома района Татьяна Ларионова обсудила набор сотрудников и детей, благоустройство территории и оформление. Напомним, в Татарстане в ближайшие годы создадут 6 полилингвальных школ в Казани, Челнах, Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге. Первая на базе 165-й школы Казани должна принять учащихся уже 1 сентября 2020 года. Каждые 10 лет исчезает по одному языку. Проблемы лингвальной политики обсудили сегодня более 300 ученых из Татарстана, Чувашии, Башкортостана, Мари-Эл, Москвы и Казахстана на научно-практической конференции в Казанской академии наук. Как вести полилингвальное образование и подготовить педагогов родного языка для всех народов России? Какие нормы создать для двуязычного законодательства? Актуальные вопросы представили в 80 научных докладах на русском, татарском и английском языках. Напомним, этот год объявлен ЮНЕСКО Международным годом языков коренных народов. Должны быть учебники с прозрачной, открытой методикой, которые бы любой процесс сделали успешным, и это возможно. Должны быть кадры, которые умеют преподавать языки в любой ситуации. И нам очень нужно заниматься этим консолидированно. ТНВ теперь и на ОТР. По постановлению правительства страны программы нашего телеканала с 29 ноября начали транслироваться в региональной версии этого федерального телеканала. Он, напомним, входит в первый мультиплекс. Партнерами ОТР в регионах стали каналы, вещающие на 21 кнопке. Редкий такой случай, когда на одном телеканале показывают сразу два. Это как раз такой. Теперь с 6 до 8 утра и с 6 до 7 вечера на телеканале ОТР идут программы телеканала ТНВ. Здравствуйте! Доброго утра желаем вам мы. ОТР, вещающий на 9 кнопке, предоставил ТНВ региональные блоки. По будним утром в них будут показывать программы «Новости Татарстана» и «Здравствуйте». Вечером познавательные передачи и снова главные новости республики. В выходные информационную линейку поддержит аналитическая программа «7 дней». В целом предоставляется вещание на 5 часов. Предварительно мы начали с 3 часов, и со временем, соответственно, вещание будет расширяться. Как отмечают у ОТР и ТНВ схожие миссии. Это формирование и развитие современного общества через увлечение активных, неравнодушных людей. В основе концепции ОТР и ТНВ лежат все-таки общечеловеческие моральные ценности. Не случайно наш слоган, мы его здесь показали, это «Меняем вместе с нами мир к лучшему». Пока на ОТР выходят русскоязычные программы ТНВ, контент собираются расширять и показывать и татароязычные передачи. Эти форматы могут быть реализованы как в форме интервью, которое мы планируем запустить, тем не менее, на этом канале с Нового года, так и в форме телевизионных ток-шоу, где эти активные люди смогут свою позицию представлять. Причем, еще раз повторяю, тематика вещания этого канала будет охватывать и проблемы и национальные, и языковые. Как подсчитали сейчас аудиторию ОТР, это примерно 10-я часть телезрителей страны. Через выход на этот канал качественной картинкой первого мультиплекса ТНВ охватит без малого 4 миллиона человек, или почти все население республики. Дмитрий Аринин, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань. Вы смотрите новости Татарстана. И вот о чем далее. Они работают в связке. Мы главные силы, мы на вас надеемся, мы на вас опираемся, мы вам верим. За что сегодня татарстанские автоинспекторы благодарили журналистов. Свою награду получил и Сергей Хайдар. Татарскому кино исполняется 95 лет. В историю кинематографа заглянула Юлия Муратова. Юные граждане России. Председатель Госсовета Республики Фарид Мухаммедшин сегодня вручил паспорта молодым татарстанцам. Получать главный документ в стенах парламента стало уже доброй традицией. Сегодня здесь 35 школьников из городов и районов республики. Они лучшие из лучших. Отличники учебы, призеры олимпиад, победители конкурсов и спортивных соревнований. Обещаем стать достойными гражданами своей страны. Желаю ей благополучия, процветания
и величия. Памятная встреча, она накладывает большую ответственность и на вас, давая вам права огромные. Вы теперь гражданин Российской Федерации и по документу, по паспорту получаете дополнительные права более активного участия в жизни республики. Я бы посоветовал каждому правителю опираться только на свой народ. Читайте интервью Андрея Вострокнутова в спецпроекте интернет-газеты «Реальное время. Лидеры». Татарстан снял первый совместный кинопроект с Узбекистаном. Готовится запустить онлайн-кинотеатр и переходит к многожанровому кино. Итоги года сегодня подводят татарстанские кинематографисты. Встречу с журналистами они посвятили 95-летнему юбилею татарстанского кинематографа и столетию ТАССР. В историю окунулась Юлия Муратова. Немые кадры, титры на экране и историческая точность. Фильм о пугачевском бунте «Булат-Батыр» до сих пор один из грандиозных татарстанской киносъемки. В 20-х годах этот первый игровой фильм ТАССР сняла Казанская киноорганизация. Позднее она впервые выпустила документальную картину о молодой республике. Фильм поставил первый профессиональный кинорежиссер Каюм Поздняков. В Таткино они сразу же поняли, что нужны специалисты. Специалистов, как вы понимаете, не было, поэтому перво-наперво они организовали на курсы киномехаников. Сегодня кинематографисты вспоминают и как писались первые звуковые фильмы в ТАССР. Аппараты для съемки не записывали изображение со звуком. Он писался на отдельное устройство. Сейчас этой современной хлопушкой обозначает сценный дубль. Ранее ее использовали для сведения звука. А старые фильмы писались вот на эту камеру Эра. Весит около 15 килограмм. Сейчас же, чтобы записать обычное видео, достаточно включить камеру мобильного телефона. А этот фильм покажут сразу на 3 языках. Он стал первым международным проектом Татарстана и Узбекистана. Фильм «Сумбуль» Милюши Айтугановой о любви и предательстве. Съемки прошли в Бухаре и Мамадышском районе. 10 лет назад в Мамадыше уже был успешно снят фильм «Бибинур». Милюша Айтуганова договорилась с продюсером из Узбекистана, Улугбеком, и они уже вместе решили, что историю можно разделить на 2 страны. Татарской классики и драм уже достаточно, пора переходить к многожанру, считают современные кинорежиссеры. Уже 5 января в филармонии покажут фильм «ИПП». Это татарская комедия с искрометным юмором и звездами эстрады. Премьера, которая прошла 10 декабря в кинотеатре «Мир», показала, что этот фильм по-настоящему зрительский, по-настоящему интересный, жанровый, ржачный. Такого громкого ора, смеха я не слышал в кинотеатре никогда. Это сейчас думаем, как этот фильм донести до широкого зрителя. В этом году 95-летний юбилей татарского совпал со столетием советского кинематографа и вековым юбилеем ТАССР. Юлия Муратова, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Делают все, чтобы спасать человеческие жизни. Сегодня татарстанские автоинспекторы сдали кровь для пострадавших в ДТП. В акции приняли участие около 500 сотрудников ГИБДД. Для этого им даже ехать никуда не пришлось. Кровь сдали прямо в управлении ГИБДД. Цель – привлечь всех неравнодушных. Переливание крови часто требуется именно тем, кто пострадал в результате дорожно-транспортных происшествий. Напомним, только за 9 месяцев этого года в республике произошло больше 3000 аварий. 238 человек погибли. Идея оказалась действительно такой человечной, светлой, и с учетом того, что сотрудники полиции, в частности инспекторский состав ДПС, сотрудники ГИБДД, работают прежде всего для оказания безопасности дорожного движения. И сегодня татарстанские автоинспекторы подвели итоги ежегодного конкурса среди журналистов «Доверие и безопасность». Среди победителей сразу 5 корреспондентов ТНВ. Как общая работа меняет ситуацию на дорогах, расскажет Сергей Хайдаров. Пожалуй, нет ни одного выпуска программы «Вызов-112», где мы не говорим о произошедших ДТП, о рейдах автоинспекторов и о многом другом, что показывает ситуацию на дорогах. На сцену в числе первых поднимается корреспондент программы Нафиса Минязова. Она на смене и день, и ночь. Сотрудники работают со сложными какими-то водителями. Когда они видят трагедии, как они к ним относятся, как они работают. И у меня только уважение к ним стало еще больше. Вы главная сила, мы на вас надеемся, мы на вас опираемся, мы вам верим и вместе идем, как мы говорим, только алга, да? Все эти слова о журналистах, они действительно работают с ГИБДД бок о бок, чего только вместе не делают. Вот мы проверяем грязные номера.
Рамиль Галиуллин снимает 3D-макеты на дорогах. Главное отличие нового муляжа от его старых картонных аналогов в проблесковых маячках. Они включаются автоматически с наступлением темноты. Салават Мухаммадуллин открывает новый весовой контроль. Мы знаем, какая у вас тяжелая, непростая работа. Я это знаю не понаслышке, потому что долгие годы работал журналистом криминальной хроники, бывал на многих рейдах, ловил пьяных угонщиков, чего только не было. И это действительно сложная работа, поэтому я желаю, чтобы все у вас было хорошо. Что самое важное в нашей работе совместной? Это доверие и, конечно, оперативность. Вот я с искренним желанием, чтобы это всегда у нас пребывало. Главный автоинспектор Татарстана Ленар Габдурахманов поблагодарил журналистов за освещение работы в полном объеме и вспоминает, с чего начинался этот конкурс 20 лет назад. В первом конкурсе, который прошел в далеком 99-м году, была лишь всего одна номинация, было представлено 47 печатных работ, 22 видео и 15 радиороликов, то сейчас, спустя это время, мы можем констатировать, что количество номинаций выросло в 7 раз, а количество работ, представленных на суд жюри, составило 285. Лучшие работы из газет и журналов, радио и телевидения со всей республики сегодня были отмечены автоинспекторами. Среди победителей сразу 5 корреспондентов нашего телеканала. Сергей Хайдаров, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Вежливости и внимательности на дорогах людям можно поучиться у американского индюка-джентльмена. Так уже в сети прозвали героя видео из штата Нью-Гэмпшир. Там известный автомобилист запечатлел забавный случай. Вожак индюшачьего семейства, а-ля сотрудник ГИБДД, перекрыл движение и помог перейти через дорогу своим подопечным дамам. Только после того, как все самочки оказались в безопасности, сам он покинул трассу. Сегодня в Казани оглашают имена волонтеров года. В России сейчас в этом движении 68 тысяч человек. За их плечами более 500 мероприятий международного и российского уровней. Кто уже стал лучшим в этом году, увидел Ленар Гинатуллин. Олимпийские игры в Сочи, чемпионаты по водным видам спорта, футболу и профмастерству – это те мероприятия, которые дали мощный импульс в развитии волонтерского движения в Татарстане. Кстати, оно появилось еще в 2009 году, когда Казань боролась за право проведения Всемирной летней универсиады. На протяжении 10 лет более 550 мероприятий международного, российского, республиканского уровня реализовано при участии волонтеров движения «Казань Волонтерс». Более 1,5 миллиона волонтерских часов посвятили ребята работе на мероприятиях. И вот волонтеры на пороге первого юбилея. 10 лет движения. И в рамках этой даты проводится церемония вручения премии «Волонтер года». Лучших награждают в 7 номинациях. Для меня быть волонтером – это, наверное, быть человеком, на которого можно положиться, быть человеком, который дарит добро, который все время придет на взаимовыручку. И когда кто-то увидит человека в красной толстовке, конечно же, скажет, он поможет мне и придет ко мне за помощью. В основном среди номинантов студенты вузов, энергичные и всегда готовые помочь ребятам. Но сегодня есть номинация и для активистов за 55. Мне уже 80 лет почти, не хватает общения. То есть вот такая живая компания такая, чем-то занятые. Я в лице серебряных волонтеров и нашла. Кто будет заниматься волонтерством в 2020 году? А следующее крупное мероприятие, в котором примут участие волонтеры, оно пройдет в Казани в 2020 году. Это мультиспортивные игры СНГ. Ленар Гинатуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. На улице зима, и значит самое время утепляться. Меховые изделия от ведущих производителей Пятигорска вновь в Казани. Как же я такое мечтала. Можно мне ее примерить? Алена Яранова давно мечтала, чтобы в ее гардеробе поселилась меховая шубка. О том, что в Казани шубный фестиваль, узнала случайно. Пришла и тут же нашла ту самую. Качество очень хорошее, и самое главное, что мне нравится, можно приобрести в рассрочку без первоначального взноса и без переплат. Мутон, нутрия, каракуль, норка, остроган. Шубы на любой вкус и кошелек сшиты по ГОСТу. На каждом этапе строгий контроль качества. Такую надежную и теплую тут же приобретает Вера Ксенофонтова. Говорит, что подарок от мужа на Новый год. Сколько мы искали, такой шубы нет. Вот обрадовались, пришли, купили. Размеры от 38 до 72. На все гарантия 2 года. Вы можете принести давно ненужную пылящуюся в шкафу вещь
и получить за нее хорошую скидку на покупку нового изделия, вплоть до 30%. Шубный фестиваль продлится до 15 декабря по адресу Оренбургский тракт 8. Алия Хайрудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. На этом пока все. В продолжении выпуска о погоде на завтра. Всего вам доброго. Здравствуйте! О погоде через минуту. Хотите новый шкаф-купе? Качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%. Звоните в Данил Мастер 2 167 166 или приходите в Казань, Восстание 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево небо затянет облаками. Весь день ожидаются осадки в виде снега, минус 5-7 градусов. На северо-востоке республики, в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге похожая ситуация. Небо затянет облаками и пойдет снег. Днем около 5 градусов ниже 0. На севере, в Агрызе, Менделеевске, Актаныше солнце спрячется за облаками. Ожидаются осадки в виде снега. Станет довольно прохладно, минус 5-6 градусов. На северо-западе, в Арске, Кукмаре, Балтаси весь день будет идти снег и 5-6 градусов ниже 0. На юго-западе республики, в Волгорах, Дрожжином и Буинске солнце спрячется за облаками. Но осадков не ожидается. Температура не опустится ниже отметки минус 4 градусов. В центре Татарстана, в Альметьевске, Чистополе, Мамадыше, как и по всей республике, пасмурно. В Альметьевске возможен снег. Дневные температуры задержатся на отметке минус 4-5 градусов. Жилой комплекс «Грин» от финского застройщика. 5 минут от проспекта Победы в Советском районе. Хорошая экология и чистый воздух. Квартиры от 2,5 миллионов. Звоните в ЮИТ 233 03 03. Чудеса случаются. Трехкомнатная квартира по цене двухкомнатной. Жилой комплекс «Грин» от ЮЭТ. 5 минут до остановки Академия правосудия в Советском районе Казани. Звоните 233 03 03. Пациентов с жалобами на боль в спине часто направляют к хирургу. Мне уже удаляли грыжу позвоночника. Снова направляют на операцию. Что делать? В «Доктор Ост» передовые технологии вместо скальпеля хирурга. Робот помогает грыже уйти на место. Приходите в «Доктор Ост». Убедитесь, вернуться к жизни без боли просто. Прямо сейчас запишитесь на прием в «Доктор Ост» за полцены. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов, без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. В столице нашей республики ожидается малооблачная погода. Осадки маловероятны. Ночью и днем ожидается одинаковые значения – около 5 градусов ниже 0. Ветер северного направления, умеренный. Атмосферное давление выше нормы, 763 мм ртутного столба. Влажность воздуха высокая, 85%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. Но изменение погодных процессов может стать причиной небольшого недомогания. Берегите свое здоровье. На этом наш выпуск завершен. До новых встреч!